Ребята, всем привет! Как говорится, 1000 лет, 1000 зим. Фух, весь август у меня не получалось по тем или иным причинам выбраться на рыбалку. То сё, то 5-е, 10-е, короче, и август пролетел. Сегодня 1 сентября. Я наконец-то на рыбалке. Конечно же, на реке Мокша. И, конечно же, будем пробовать с вами сегодня ловить головля. Блин, соскучился, пипец как. Ух, значит, план какой? Сейчас поднимаюсь вверх по течению. Я не знаю, там посмотрим, может, километров на 6, если получится. Вот, порыбачим и потом пойдем сплавом к машине. И я очень надеюсь, что нам удастся поймать сегодня хорошего головля. Много-много лет назад, именно вот на этом участке, который вот у меня за спиной, мне удалось поймать рекордного своего головля на 1 килограмм 300 граммов. Вода очень прозрачная, ну там о подробностях, наверное, в процессе рыбалки. Вот, в этот раз вроде ничего не забыл. Спиннинг есть, катушка есть, приманки есть, бензин есть, все есть. Поэтому сейчас поднимаемся вверх по течению и будем придерживаться намеченному плану. Все, ребята, поехали. Все, поднялся я, значит, как и хотел, вверх по течению, на тот самый перекат, на котором мы, сказать, весь этот сезон и провели. Просто решил лодку спустить ниже, как бы вот по такому вот плану, подняться сюда, немножечко уделить время перекату, а потом провести рыбалку с плавом. К сожалению, не подсек, во сколько я начал подниматься, но средняя скорость была 10 км в час, где-то была 13, но в среднем 10 против течения. Вот. Погода шикарная. Начинаем рыбачить. Так, ребята, на втором забросе попался голавлик. Вон он там треплется. Что-то камеру не включал, думаю, вообще клюет, не клюет. Думаю, попробуем. И на втором забросике, ребят. Так, смотрите, какое дело. Ну-ка. Вот такую штучку купил. Ну-ка посмотрим, будет работать, как это работает. О, смотрите-ка, работает. Вот такой вот голавлик. Попался. Тихо, тихо. О, не, что-то эта фигня, он его прям травмирует так. Вот, всю чешую с него снял, короче. Ну. Что-то, мне кажется, это какая-то дребедень. Смотрите, как бы точно это, вот так точно это, короче, ну что-то фигня, короче. Смотрите, сколько чешуи с головля сбил. Нет, это дело точно не пойдет. Лучше в подсачник. А если большого, либо гриппом аккуратненько. Да. Воблер Гипноз от Понтон 21. Вот такой раскраски. Все, вот это отбраковываем. Попробуем щучку, может быть, маленькую еще захватить. А так, конечно, он травмирует она. Фигня. Убираем. Вон оттуда клюнул. Значит, пока поднимался, вода прозрачная. Глубины небольшие там в основном. Но уровень воды очень отличный. То есть мотором нигде не цепанул, хотя очень мелко. И я к чему? Как бы видел 3 жерешков. Таких прям явно
за килограмм. Блин, за траву зацепилась. Ну там ниже по течению. Надеюсь, удастся их подержать в руках. Так, а пока зацеп. Не хотелось бы, конечно, оторвать воблер. Сейчас будем спасать. Так, ну что, встал на сплав и попался вот голавлик, как говорится, в перспективном месте. Сейчас проходим. Воблер толстяк. Хедмейд от Сергея Зябликова. Поймал нам очередного небольшого голавлика. Отпускаем. Да, конечно, здесь был перспективный участок. Он сработал, но большую его часть мы пролетели сейчас. Но это, как говорится, ничего страшного. Встал на якорь. Здесь вот перспективная точечка тоже такая. Постоянно здесь поклевывает. Здесь выход с переката и ямка начинается как бы. И вот под этим свисшим деревом частенько попадается голавль и окунь. Вот. Сейчас вот в данном случае попался окушок. Да, видимо, как бы еще до осеннего жора головля далековато. Ну, проверим. Сейчас пойдем с плавом, будем кидать на камеру. Не знаю, удастся ли поймать поклевку или нет. Так, пленки не хватит, как говорится. Будем по факту включаться, если будут поклевочки. Так, очередная маленькая рыбка с этого места. И это снова окунь. Он отвалился. Сейчас покидал здесь диповый воблер. Поклевок 0. Поставил воблер вот сейчас уже. Эх, ничего себе, забросил на куст. Поставил воблер дальнобойный для того, чтобы сейчас сниматься с якоря и идти с плавом. День все короче и короче, а до машины нам далеко. Конечно, хочется покидать с якоря, обловить более тщательно. Но рыбалка с плавом, оба, тоже интересная. Поэтому все. Сейчас будем сплавляться. Что будет клевать, буду вам показывать. Какая-то рыба, ребят, клюнула. Щука, наверное. А нет, окунь большенький. Ух, какой! Отвалился. Да, окунь такой хороший, грамм под 300, наверное. Клюнул. Ну, мы все равно его бы отпустили. Не жалко, как говорится. Просто такое место тут. Кувшинки, я думал, может, щука клюнула. А это окушок. На реке прям штиль, прям вообще красота. Выключил камеру, как говорится. Сделал заброс. И голавлик маленький вот у нас на крючке. Тихо, 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 тихо. Что это проклятие камеры-то никто не отменял, как говорится. Небольшой голавлик, отпускаем его. Только камеру отключишь, клюет. Камеру включишь, ничего не клюет. Маленько подтянуло нас к берегу. Сейчас отойдем. А на камеру не клюет.
Сейчас будет вот перспективный участок. Вот здесь вот, я думаю, одного-то мы отсюда должны поймать. Но это не точно. О, была поклевка. Но тоже не крупный голавлик. Выматываем. Вот здесь вот за окончанием травы тоже частенько клюет. Ага, вот он клюнул. Сорвался опять. Но тоже не крупный. Где хорошие головли-то куда делись, непонятно. Блин, опять подтягивает. Надо бы отгрести. Вот кидаю, есть поклевки. Мелкие голавлики атакуют, но засечься не могут. Очень мелкие. Окушки маленькие преследуют. Вот голавль сейчас вот бьет, но 2 раза тюкнул и не засекся. Опять маленький голавлик. Так, здесь уже вот надо перезабросить. Маленькие голавлики. Ну да, как камеру включишь, и сразу никаких нету. Стерлядка, ну. Ну, конечно, вам ее не видно, блин. Ничего себе, на отмеле стерлядочка такая. Чуть меньше килограмма, я думаю, в ней, но тем не менее стерлядочка, короче, плавает. В нашей мокше. Очень приятно. Возможно, у кого-то клюнет. Но не у меня. Лодочку несет, рыба не клюет. Погода чудесная. Окунь, 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 окунь. Вон, давай, давай. Ай, вода прозрачная. Все, там догнал такой. Бах-бах, съел. Так, ладно, сейчас отпустим его в замок. Он тут клюнул, сейчас спасу. Блин, лодка моторная идет. Сейчас всю рыбу меня распугает. Так, а у меня на крючке кто? Снова окунь, ребята. Снова окунь. Отпускаем. Так, встаем на весла, наверное, да? Нужно поманеврировать. Решил встать на якорь. Сейчас здесь немного покидаю. Прошла лодка с человеком, который следит за моими видеоотчетами. Очень приятно. Большой-большой привет тебе, дружище. Так, ну они пошли, как бы, я думаю, сейчас встану, а то сейчас все равно рыба маленечко испугалась, там вот это вот, успокоится, и потом снова пойду с плавом. Голавлик-то особо не клюет. Поэтому немножко сейчас постоим. Короче, есть желание немножко искупаться, но что-то я не знаю, наверное, не стоит. Наверное, как-то обойдусь. Опять не знаю, видно вам, не видно, блин, 3 рыбины, вот, по-моему, жерех, что ли, вот за этой палкой стояли. Вот они проплывают, вот прям вот 3 штуки, я не пойму, кто это такие. 3 рыбки, вот таких, я думаю. Похоже вроде на жерешков. Могу, конечно, ошибаться. Особо они себя разглядеть не давали. Мне кажется, это были жерешки.
Прошел сейчас вот перспективный участок, ну, на мой взгляд, как бы, ну, в этих местах я не первый раз рыбачу, да, как бы на этом месте были поклевки, а сейчас ноль, просто мертвая вода. Не знаю, с чем это связано, но что-то не хочет река раздавать мне рыбу. Сейчас сменим воблер. Может быть, дело в приманке. Но как бы вот голавликов-то как бы вот особо я не вижу в поляризационные очки в толще воды. Другие рыбки нет-нет проскакивают, а голавлика нет. Ребята, не прошло и полгода, как говорится. Голавлик клюнул. Такой покрупнее, что ли, немножко. Ну-ка, иди сюда. Вобер Эльминул 44. Голавлик с ударом клюнул, блин. Место интересное, но опять же мы его проходим. Опа. Отпускаем. Вот такой голавлик. Да, все, прошли место с коряшками. Ну ладно, как говорится, ну, что ж теперь. Крючок разогнулся еще, да? Ну вот такой, короче, воблер Эльминул 44. Так, очередная некрупная рыбка у нас на крючке бьется. И она прям вот стандартная, как говорится. Спокойно, братик, сейчас отпустим. Да как ты так сделал-то, вообще непонятно. Ребята, вот так засекся. Ага, все, отцепил. Отпускаем небольшой голавлик. Блин, где крупный-то? Воблер Джакал Чаби 38. Черненький. Какой-то прям мерный стандартный голавлик. 1 к 1. Так, еще один, ребята. Так, этого не буду спиннингом поднимать, что-то крупнее чуть-чуть, что ли. Опять на чабика клюнул. Вот такая рыбка. Опускаем. Ну, плюс-минус такая же, наверное. Да, что-то они под левым берегом. А я думал, они под правым. Так, помимо течения еще появился ветерочек, который меня разгоняет. Опа! Но он не сильный. В принципе, комфортно сплавляться. И на реке никого, как говорится. Вся рыба моя. Да? Раз. Ну, как мы знаем, на камеру не клюет. Клюет, когда камера отключена. Ребята, наконец-то! Наконец-то что-то посерьезнее клюнуло, ребята. Ой, этого надо подсачить. Да, этого надо заподсачить. Ну-ка, иди сюда. Ой, ребятки, вот этот хороший. Вот этот хороший клюнул. Так, надо на якорь встать, может быть, даже вот так вот немножко с ним повозиться. Ну, вот этот уже хороший, ребята, вот это уже достойный. Это, более того, это самый здоровый, наверное, за этот сезон. Да, вот такой вот голавлик.
На чабика схватил. Красоте. Видно, да? Меня и голавлика. Что хочу сказать, блин, уже довольно-таки много я прошел. Может быть, даже половину пути. И вот клюнул более-менее достойный голавлик. Вот, даже подумываю, сейчас, может быть, вернусь и под этот кустик еще пару раз швырану. Вот, сейчас давайте его завесим с вами, посмотрим, сколько он весит. Я думаю, ну, грамм 800 тонн весит. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, завесил, да, ребята? 765 граммов весит этот голавлик. Вот такой вот красивый, как я и думал, под 800 граммов. О, ща. Все, убежал. Отлично. Красота. Поднялся, короче, вот встал на якорь. Вот под этим кусточком прятался этот голавлик. Ну вот здесь вот, в этой зоне, в тени, под берегом. Конечно, навряд ли там еще кто-то есть, но, как говорится, проверить нужно. Как говорится, чем черт не шутит. Несколько забросиков сделаем и снова пойдем сплавом. Поклевочка была мягкая, без удара. Ой, заброс на все 100. Но нет, все, что там было, уже клюнуло. Так, сместился я под правый берег и сразу же, оба, голавлик в шахту проглотил. Якорь брошу, а то сейчас мы пройдем тут все перспективные места. Смотрите, заел в шахту. Так, ну сейчас будет операция, поэтому... Да, он даже пытался прямо его прям сразу же и проглотить, короче, съесть. Сейчас отключусь, прооперирую его и отпустим. Все, удалось аккуратненько его освободить. Небольшой голавлик. Отпускаем его до дому, до хаты, как говорится, в обер. Чаби. Все тот же пока кидаем. Вроде работает. Оба. Вон там давай проверим. Да, все, короче, снимаемся и идем дальше. С плавом. Так, очередной малыш. Он там был, правда, не один. Смотри, там вода прозрачная, еще несколько штук таких было. Опа. Отпускаем. Все, он там сразу хоп-хоп и домой. Вон я его вижу. Сразу чик-чик-чик к берегу поплыл. Очень мелко тут. Голавлики. Ладно, что, отключаюсь. Тут по щиколотку. Наверное, под другой берег надо. Опаньки. Быстренько перемещаюсь под левый берег. Там чуть-чуть поглубже. Сейчас вот подо мной вообще, вот я не знаю, по колено, наверное. Были года, когда здесь на моторе нельзя было даже пройти, было мелко.
спешивался и лодку за собой тащил. Но сейчас, в этот год, уровень воды отличный. Разлив был хороший. Только что-то голова не клюет. Опа! Раз он туда. Прям чистый песок. Вода прозрачная. Ничего нету прям. Не чистейший. Ни ракушки, ничего нету. Так, ладно, сейчас отключаюсь. Нужно маневрировать здесь и забрасывать. Ну и помним мы, да, что на камеру не клюет. Поклевочка здесь в затяжочке. Голавлик. Здесь бы, конечно, выставиться, вернуться и покидать еще. Я думаю, тут, наверное, еще есть. Отпускаем. Блин. Да, здесь такой хоба, затишочек и... Вот, есть, клюет, клюет. Но не засекся. Да, здесь надо было бы выставиться, наверное. Сейчас еще один забросик апстримом. Да, крючки только зацепились. Апстримом вот так вот, хоба. Отбойная струя от берега. Да, сейчас попробую подняться на веслах и покидать. Распугал, наверное, всех. Блин, сносит меня. Слишком близко, наверное. Опа. Ну ладно, попробовать нужно было как бы. А он там за коряшкой. Да, маленько неправильно стою. Но переставляться уже не буду. Сейчас пойдем дальше с плавом. Завел собака. Эх ты, блин. Завел за корягу. Лишь бы спиннинг сейчас не выделился. О, поглубже. Кто там, окунь, что ли? Блин, окунь собака. Так, отключаюсь, короче, окунь завел. Вон в кушуры, короче. Затопленное дерево. И жалко чабика, я вам скажу. Так, ребята, удалось отбить воблер, короче. Вот этот маленький окушок чуть-чуть не лишил меня воблера. А чабик сейчас, наверное, стоит далеко за 1000 рублей. Да? Вот такой вот. Ну я же нечаянно, прости меня. Давай, все, отпустили его, короче. Так. Ура! Очередная поклевка. Маленький голавлик у нас на крючке. Бросил якорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, где карцанг? Тихо. Сейчас я тебя отпущу. Так, по-прежнему кидаю чабика. Вот такой вот маленький голавлик у нас клюнул. Решил бросить якорь. Вот здесь коряга, и предположительно у них там гнездо. Сейчас проверим. Но это не точно. Сейчас сделаю несколько забросиков и пойдем дальше. Это, я не знаю, вам, наверное, не видно, но вот стая леща. Больше 2 десятков прям. Ничего себе. Ну, не крупный подлещик. Стояли здесь на песке, короче. Подлещики. Я ж прям немного напугался, когда там эта тень зашевелилась вся. Ну что, идут, красота, вся река моя, никого нету, прям тишина вот эта вот. Любуюсь пейзажами, как бы не только вот вокруг себя, но и вода прозрачная еще, вот как бы смотрю, что на дне тут происходит в ожидании поклевки. Вообще прям здорово. Классно. Великолепно. Как говорил один товарищ, лепота. Глубины небольшие, здесь вот вода прозрачная. Ой, вот плывут прям какие-то 2 здоровущих рыбы. Вот я думаю, что это жерех. 2 здоровых вон. Блин, ну вам не видно, я в поляризационных очках, как бы у меня тут прям вот все как по телевизору. 2 жереха здоровых. Ну я тут их и видел где-то вот в этом районе, когда поднимался. Попадались рыбки. И погода отличная. Опа. Только рыбу не клюет, так как хотелось бы, конечно. Но мы не за рыбой, мы на рыбалку. Поэтому просто отдыхаем, кайфуем и радуемся жизни. Блин, подтягивает меня к берегу. Это плохо. Опа, надо немножечко отплыть. Отплыли. И вот здесь как-то были поклевки. А в этот раз нету. Блин, тоже вот какой-то хвост мелькнул сейчас, тоже, мне кажется, жерех. Красота.
была поклевочка. Или сидит? Сидит. Я говорю, в этом месте были поклевочки. Опа. Не крупная рыба. Поднимем краном ее. Ну, на якорь вставать не буду, ребят. Пойдем дальше, может там еще где-то покидаем. Дождался, вот, отпускаем. Крайний раз, когда здесь был, я не знаю, в июне, в июле, тоже с этого места была поклевочка. Так, очередной маленький голавлик клюнул. Сейчас, ребята, короче, видел это прям леща матерого, прям, я думаю, прям килограмма на 3, на 4. Оба! Такой плывет папа, короче, тут вот это вот. Ну, прикольно, интересно. Завораживающе, когда вот такие вот картинки перед глазами. Да что такое? Забросить надо, он перехлестнулся. У кого так бывает? Пишите в комментариях. Перспективное место, а у вас то воблер перехлестнулся, то еще что-нибудь случилось. Так, вот здесь вот ковер травы, и вон там он заканчивается. Вот там он заканчивается. Нет никого? И нет никого. Ну и ладно. А, вон голавлик шел. Шел голавлик. Ну не крупные, блин. Ага, вот схватил. То бишь там они, ну, за травой. Ну это как бы предсказуемо. Все, убежал. Хорошо, крючок в палец не воткнул, как говорится. Воблер не меняю, воблер все тот же, чабик. Как говорится, если что клюет, то на что менять-то? Да, поводочек только вот погнули, а я так не люблю, блин, вот это вот. И нас протягивает интересные места, подкоряженные. Так, решил я заменить, ребята, поводок. Не люблю, когда поводок мятый. И пока перевязываюсь, давайте о снастях, да. Спиннинг у меня Графит Лидер, Боска Нова с верхним тестом 7 граммов. Катушка Дайва Ниндзя, полторашка, 1500А. Вот так вот. Шнур единичка, название не помню. Это было все давно, как бы, и фиг его знает. Но как бы не бюджетный, как бы какой-то хороший. Вот, значит, поводки использую струну. Пробовал как бы я и флюр, там как бы поклевок больше от этого не становится. Если голавль клюет, то он клюет, как говорится. Вот, но единственное, как бы вот с флюром щука откусывала несколько раз. Несколько раз соединение шнура с флюром там подводила. И когда я потерял воблер ФОП от Pantone 21, кто в теме тут понимает, да, как бы сейчас эти воблеры не выпускаются, и на барахолках они стоят бешеных денег. В тот день я категорически отказался от флюорокарбона. Вот. Ну, я не знаю, поводки вот какие-то
Тула. Тульские, струна. Ручная работа написана. Вот. Карабинчики, я не знаю, там может номер 14 с вертлюжком. Какие воблеры, на какие воблеры я ловлю, я обычно говорю. Ну, когда поймаю рыбку, на какой воблер клюнула. Лодка у меня Инзер 280 НДНД. Недавно приобрел, распаковка есть на канале. И мотор уже мой. Как говорится, раньше мне давали покататься, а теперь я купил вот свой. У меня Yamaha троечка под чехлом. Вот такие пироги, ребята. Все, перевязался. Сейчас снимаюсь с якоря и продолжаем сплав. Мы уже недалеко от машины. Может быть, где-то буду сейчас выбирать местечки и более конкретно облавливать, если там будет что-то. Время у нас час. Да, в принципе, нормально идем. Долгожданная поклевка. Чтобы вы понимали, я вон оттуда, вот, грубо говоря, от поворота до сюда прошел. Было 3 поклевки. И вот один маленький голавлик. Все-таки попался. О, как бы в лодке не выйти. За глазик вот попался. Опа. Отпускаем его домой. Ну, очень плохо, ребят. Очень плохо. Надежда была вот именно на этот пароход. Он уже, так скажем, возле машины. И что-то нифига. Молчит здесь рыба. Очень странно. Видимо, еще рано. Чуть-чуть похолодает, может быть, начнет активно питаться, отжираться к зиме. Поймать бы этот момент. Рыбалка потихонечку подходит к концу. Я уже дошел, в принципе, до машины, но решил вот подняться еще разок немножечко вверх, вот этот вот прогон пройти другим воблером. На чабика было здесь, по-моему, 3 или 4 поклевочки. Одного голавлика удалось поймать, по-моему. Ну, сейчас вот поставил Z-Base Hickory. Попробуем с ним сейчас еще сплавиться здесь до машины и будем собираться тогда домой. Попался. Попался. Небольшой, но попался. Ой. Маленький голавлик попался. Напротив контейнера вот этого гаража. Чего? Лодку может здесь ставить или еще что. Ну это, конечно, блин, что за голавль? Очень мелкий. Очень мелкий голавль. Ой, перекинул через палку. Оп. Нет, опять же, все одиночно как-то. Мелко, слабо, хреново. Плоховато.
Еще одна малышка, ребят. Еще одна малышка. Крупного головля вот нет. Есть малышки. Так, быстро отпускаем. На якорь не встаем. Малышки. Голавлики-малышки. На The Bass Hickory. Голавлики-малышки клюют. Раз, вот так вот. Есть еще была поклевочка, но там маленький тоже затеребонькал, но не засекся. Да. Туда же. Вот он опять. Или это окунь? Окунь, ребята. Это был окунь. Окунь, шпокунь. Раз, вот так вот. Раз, вот так вот. Ой, окунь, он опять бежал за приманкой. Ничего себе, здесь он лежит. Катушка огромадная. Огромадная катушка из-под кабеля. Ну просто гигантская катушка здесь лежит. Ну все, дорогие друзья, подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Как обычно, кратенько подведем итоги. Погода отличная, природа отличная, все хорошо, но клевало, на мой взгляд, все-таки плохо. Голавль мелкий, удалось поймать одного головля, ну вот, за которым я в принципе ехал, это там за полкило и выше, да, удалось поймать почти на 800 граммов, как бы, но это один, поэтому как бы по рыбалке я не совсем удовлетворен, а по отдыху на все 5. Следующие выходные пропущу по семейным обстоятельствам, а потом, думаю, выберемся. Там уже и Ромка, и Сергей Викторович, как бы, возможно, подключатся, и мы порыбачим, может быть, на головля, а может быть, на щуку. Но это совершенно другая история. Все, всем пока-пока, увидимся на воде. Ты заходи, если что.